Перед вами платье Холодай из фондов Якутского музея. Такие традиционные платья носили в особые праздничные дни, как Ысых. И вот мы видим в этом Холодае технология исполнения очень традиционная. То есть на фалде внизу шитая подкладка для того, чтобы она расширялась, чтобы удобно было, да? Да, и чтобы нижняя часть, она не мешала при ходьбе, и поэтому обычно в наших традиционных платьях эта высота достигает почти до 50 сантиметров. В других платьях тоже есть такие же варианты, такие характерные именно для конца 19-го, начала 20 века. Материал очень интересный, он шелк китайский и вышит. А второй Холодай более городской стиль. Городской и современный, более усовершенствованный стиль. Здесь, если в традиционном Холодае застежка бывает спереди, здесь мы видим застежку сбоку, вот на плечевой части. Очень интересно, в подкладе, например, внизу кантик из бархата. Кантик из бархата, ее в начале 20 века привозили купцы и нашивали модницы на нижнюю часть именно платья. И называлось оно прелестью, или щеткой ее называли. И здесь декоративные такие элементы тоже есть. Да, это платье более декорированное, чем нежели вот это традиционное платье. И здесь мы видим, как эпоха меняется, и вот стиль вот традиционного платья тоже он меняется со временем. На летнем празднике мы предлагаем одеваться в комплекте. То есть с платьем Холодай обязательно нужно носить жилет-каечик, который имеет особенности своего покроя. В задней части она имеет 3 складки, она называется оно. Для удобства на верховой езде. Вот особенность покроя в том, что спинка, она как бы узкая очень. Да, очень узкая, кажется, да. За счет большой проймы можно человеку носить хоть с какой спинкой, да, она универсальная. Вот самое старинное кехечек, шелковый материал, называется альпага, и крой у него немножко отличается от более поздних. Он более длинный, выкроена по косой, соответственно, получится идеальная посадка по фигуре человека. Это традиционное пальто оналахсон, очень хорошо сшитое, из гарусного шелка. Хахалы карсолка дилер. Здесь очень интересная застежка, сшита ее в традиционном варианте. Петли здесь имелись раньше пуговицы на ровдужных петельках. Особого значения мужское и женское тогда и не было. Ширина вот груди, она тоже узкая. Рукава очень широкие, да? Вот это буфы, да, допустим, вот они, если, допустим, здесь по окату они подтягивали, и намного пройма у них заходила на грудную вот клетку же, да, и за счет этой проймы они не страшились того, что человек может пополнеть. Традиционно имеет тоже 3 оно. Она имеет подкладку вот это, и полностью она простегана по всей длине. И тогда она человеку было удобнее носить, и, конечно, оно было более носким. Еще вот на рукавах обычно мы делаем манжеты, да? Традиционных ее, да, ее не бывает, да, обычно. Манжеты, потому что, ну, наверное, это связано с тем, что все же плис был материал дорогой, и не каждый имел возможность купить ее в достаточном количестве. Дорогие жители и гости столицы, мы сегодня показывали вам традиционную женскую одежду, которую носили в 19 веке на летнем празднике Ысых. Во время юбилейного Ысыха Туймады состоится установление рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в национальных одеждах. Это необычайно зрелищное и масштабное событие произойдет 24 июня в 15 часов на обновленной площадке Кумсапитье. В рекорде могут принять участие все желающие от мала до велика. Главное условие – наличие национального якутского костюма.